Hürmetli dostlar, sağmısınız? Bugün biz jığılıştık bizning Tatar ştabında hem bugün studentlarmında hem biz alardan bugün soruybuz nerse turundalar uylilar nerse turunda alar yaşaylar şuna göre nerse bilen yüklap giderler hem nerse uylap duralar. Gittik. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как же вас зовут? Меня зовут Тимур. Тимур. Откуда будете? Я буду из Уфы. Уфадым. Уфадым. Уфадан. Уфадан. Уфа. Йоу. 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 Тимур, вот вы из Уфы. Мы, конечно же, знаем, что происходит в Уфе, и мы знаем, что там разобрали памятник Салату Юлаеву на реконструкцию, верно? Ну, вроде было такое. Надеемся, что на реконструкцию. Что вы думаете по этому поводу? Но я думаю, что ему нужно обновиться, потому что он уже давно зеленый, а не медный. Вот. Как думаете, быстро его обновят? Ну, когда мечеть Ар-Рахим достроят, я так думаю, тогда же и памятник. Это мы вырежем. Тимур, а вы знаете вообще, кто такой Салават Юлаев? Конечно, я знаю, это национальный герой, это человек, который организовал шествие, который защищал нашу прекрасную родину от непонятных всяких вещей. В общем, был таким революционером своего времени. Либертарианец. Вот так вот. А какие еще вот такие знаковые, о знаковых вещах, может быть, памятниках или символах Башкортостана вы знаете? Монумент дружбы. Это монумент, памятник дружбе российского и башкирского народа, возведенный примерно в то же время, что и Уфу построили. Вот я там как раз недалеко оттуда живу. 450 лет почти памятнику. Получается, что так. Блин, уже пожилой памятник. Уже пожилой. Угу, интересно. А мед башкирский, наверное, да, еще? Липовый мед, да. Знаете, много где можно купить липовый мед, но есть нюанс. Какой же? Ну, у нас липовый мед не очень липовый. Ну, в плане, он из настоящей липы. Это шутка была, да? Он благородный, да. Он самый благородный. Берем мед только в Башкортостане. Берем мед только у пасечников, дикий мед с сотами, пожевать соты. Любите жевать соты? Обожаю. Я люблю, знаете, бурзянский мед еще, который бортевой мед, знаете, там выдалбливаются борти прямо в деревьях. Вы пробовали такой? Думаю, что да. Вы можете у меня его, кстати говоря, приобрести. Отложу со следующей зарплаты. С вами приятно иметь дело, Тимур. С вами тоже. Исеміз Мина Рамазан, Рамазан, сіз қойдан боласыз ол? Челябинск. Челябинскте көп татарлар тұра ма ол? Сөйлеңіз әлі бізге. Бик күп татарлар Челябіде, да? Анда какой-то именно вот татарский туризм развит? Есть такие инициативные татарские клубы, они больше там по спорту, какие-нибудь там сплавы по рекам, походы какие-то вот так. А расскажите, чем славятся вот челябинские татары? Добротой, креативностью, в целом хорошие люди, приятные. Хорошие, приятные люди. А какой диалект у челябинских татар? Мне кажется, что это ближе что-то к Татарстану, казанскому, и, конечно, сильное влияние рядом башкирского языка, так как рядом очень много башкир живет, и немножко еще смесь с западно-сибирскими татарами. То есть вы говорите «щай-щапес»? Чай шапис. Чыкылдамыйсыз. Чай-чапес демейсіз. Именно чай шапис, да. Чай. Қ-ғ деп сөйләшәсезме? Ну, мен әзгенат сөйлешем поэтому. Ярар. Шынды матур костюмларны киеп келгенсіз мында. Сіздің исемегіз ничек буласың ул? Зурикмен, менің исемем Артемий. О, как! Артемий. Сіз қойсы яклардан буласыз? Мен Ижевсктан, Удмуртская республика. Ижевск. Анда көп татарлар туралар ма ул? Әлбетте, алда шундый күп татарлар бар. Мен туган районым ул Татар Базар исеме. Где-то половина Ижевска ул Татар Базар. Поэтому шундый. Менем туган урамы ул
Габдулла Тукайорамы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как вообще вот развит татарский туризм в Удмуртской республике? Чем славятся, чем отличаются именно удмуртские татары? Айтыгзали бізге. Ну, удмуртских татар, в принципе, как таковых нет, потому что люди приходили в города, занимались торговлей, наши предки татары. Есть татары южные, которые пришли с территории Менделеевского района, Агрызского района, то есть современный Татарстан. И есть татары чепецкие, которые живут на севере, в бассейне реки Чепцы, это Глазов, Болезино. И у меня так сложилась семья, что по одной линии бабушка приехала с севера, она из чепецких татар, а вторая с юга, из Агрызского района Татарстана. Слушайте, у вас такие хорошие познания в географии, небось у вас связана с этим ваша профессия? Ну, я по образованию географ, да, сейчас аспирант географического факультета. У меня действительно многие годы жизни я занимался изучением народов, их проживания, но сейчас больше ушел в практическую деятельность, в градостроительство. Слушайте, вот вы географ, уместно ли будет вам задать вопрос относительно Золотой Орды и относительно того, насколько современные татары связаны с татаро-монгольским игом? Я здесь своего мнения сказать не могу, но я перескажу то, что я видел в Болгаре, в музее истории Булгар, о том, как произошли татары. В том плане, что современные татары можно сказать, в генетическом отношении это больше потомки именно булгар. Потому что как произошло наименование татар? Примерно так же, как и у русских. То есть сами люди, условно говоря, славяне или тюрки, но название их пришло другое. Вот русские это по имени правящей верхушки, то есть сами люди называли себя словени, а раз правящая верхушка там варяги, русские, поэтому стали называть, также с татарами. Поэтому название здесь действительно сильно сбивает и ассоциируется с Восточной Азией, с татаро-монгольским нашествием. Но происхождение в основном булгарское, то есть тех народов, которые жили на территории современного Татарстана в 8, в 9, в 10 веках. И они не связаны с татаро-монгольским игом, верно? Ну, все, конечно, связаны, потому что оно было долго, и сами знаете... Кого не задел Чингисхан, как говорится. Ну, вообще, кстати, я тоже читала, что вот татары — это, на самом деле, этнос очень интересный и понамешанный. Там и сарматы, там и кипчаки, там и булгары. Так что да, вот так вот. Какой мы многогранный народ, и какие у нас интересные, начитанные и многогранные студенты в хороших костюмах классических. Ахмед. Как нам привлекать больше туристов в Башкирию? Туристов в Башкирию? Я думаю, что стоит сделать много рекламы про то, какой у нас вкусный мед, какой у нас вкусный кумыс, и, что самое главное, это арт-квадрат. Да, согласна. Ну, в общем, будем думать. Нам с вами нужно сесть и подумать, как нам привлекать в Уфу и в том числе в Татарстан, в Казань больше туристов, больше молодых туристов. И нам нужно всех больше побольше маркетологов. Нам нужно больше маркетологов. Вот я как раз пытаюсь стать одним из таких, чтобы привлечь больше людей в нашу замечательную родину, опять же повторюсь, в Башкортостан, а также в другие уголки, где проживают татары. Надо устроить золотое кольцо, только татарское. Как вам такая история? Татарское кольцо. Алтын-кольцо. Алтын-кольцо. Ну все, вот, пожалуйста, идея для стартапа. Мы побежали дальше за стартапами. Как думаете, вообще, как вот привлекать в регионы больше туристов? Туристов? Ну, Челябинская область славится своей природой. Очень big куб этих, как сказать, озер. Кульвар, что ли, да, как бы.
Очень много озер, очень чистые, красивые озера, горы, соответственно, леса. Ну, вот это основное, как бы, то, что может привлекать, конечно. Надо это развивать. Также в Челябинской области есть горнолыжные курорты. Завьялиха там же, по-моему, Трехгорный. Есть еще рядом с городом Аша. Да, забавное название, как будто. Приезжаешь там, Ашарга, и потом кататься на лыжах. Ашарга. Вот так вот мы, не побывав в Челябинской области, как будто бы виртуально по ней прокатились, побывали в разных местах. Да, Сабантуй есть ли в Челябинске? Естественно, конечно. А он масштабный? Ну, честно говоря, давно не был на Сабантуе в Челябинске, но с детства помню, что, да, достаточно большие, ну, может, не такие большие, как в Коломенской Москве, да, но достаточно большие, да. И это всегда объединяло вот именно татар, то есть татарскую культуру в этом как бы и впитывало. Вот шәп, иптәшләр, Челябинскига барырга кирәк. Все. Никаких других мест, пора в Челябинск. Что скажете? Пора? Пора, Алга. Алга, рахмат сезгә, Рамазан. Сезгә рахмат. Как, кстати говоря, атмосферка-то хорошо сегодня вечером? Я всегда обожаю штаб за тех людей, которые сюда приходят, за ту концентрацию приятных людей и вообще друзей, которых я здесь нахожу и вижу. Штабу нет никаких альтернатив, и я надеюсь, что он будет проходить каждую неделю, много лет, десятилетий, столетий. Штаб — это будет такое наше объединяющее свойство всех татар Москвы. Алла берса, мы будем работать над этим. Әйме? Шулай. Вот такое вот интересное с каверзными вопросиками получилось наше интервью. Все это происходило в штабе татар города Москвы. Подписывайтесь, смотрите нас дальше, рассказывайте о нас своим друзьям, ставьте лайки, пишите комментарии. И всегда помните, что татары всегда ждут других татар в нашем прекрасном штабе. До свидания.